события, даты, имена людей, которые вошли в историю города, края, страны и даже в историю всей земли. О них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют стихи, музыку. Главное, о них помнят. Одним из таких событий в мировой истории стала Великая Отечественная война нашего народа против фашистской Германии. Память о ней должен сохранить каждый человек. Первыми, кто принял на себя натиск фашистов 22 июня 1941 года, были бойцы пограничных застав. Символом бессмертного мужества советского народа стал легендарный подвиг защитников Брестской крепости. Фашисты рассчитывали захватить крепость за несколько часов стремительным ударом, имея десятикратное преимущество над немногочисленным гарнизоном. Было у немцев еще одно преимущество – внезапное нападение. Этот замысел был сорван. Крепость не сдавалась. Она истекала кровью. Ни одно полковое знамя не попало в руки фашистов. Мощные удары авиации, интенсивный огонь артиллерии, наступление танков и пехоты, а крепость не сдается. Около месяца продолжалась героическая оборона Брестской крепости. Ничто не могло сломить несгибаемую волю и мужество бессменного гарнизона. Ни голод, ни жажда, ни потери. И опешил враг. Крепость не покорилась. И учуял, этих не согнуть. Дух воинов Брестской крепости, их любовь к родине оказались сильнее небытия. И с тех пор они наши вечные духовные защитники и заступники, несущие свою бессмертную вахту на рубежах Отечества. В год исторической памяти во славу павших и в назидании ныне живущим впервые на этой священной земле зазвучит великий реквием Дмитрия Кабалевского и Роберта Рождественского.
Но зачем она им, эта слава, мертвым? Для чего она им, эта слава, павшим? Все живое спасшим, себя не спасшим. Для чего она им, эта слава, мертвым? Если молнии в тучах заплещется жарко, и огромное небо от грома оглохнет, если вскрикнут все люди земного шара, ни один из погибших даже не вздрогнет. Знаю, солнце в пустые глазницы не брызнет. Знаю, песня тяжелых могил не откроет. Но от имени сердца, от имени жизни, повторяю, вечная слава героям.
всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым, это надо живым. Вспомним гордо и прямо погибших в борьбе. Есть великое право забывать о себе. Есть высокое право пожелать и посметь. Стала вечною славой мгновенная смерть. И бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво. Пусть не все герои те, кто погибли, павшим вечная слава, вечная слава.
Отзовись, моя кровиночка, отзовись, маленький, единственный. Отзовись.
Когда ты грядущая, скоро ли, в ответ на какую боль ты видишь, самые гордые вышли навстречу с тобой. Грозишь чистоколами надол, пугаешь угластыми кручами, но мы поднимем себя по канатам из собственных нервов скрученных. Вырастем, стерпим любые смешки и станем выше богов, и будут дети лепить снежки из кучевых облаков. Песня солнечно светит,
Слушайте, это мы говорим, мертвые мы. Слушайте, это мы говорим оттуда, из тьмы. Слушайте, распахните глаза, слушайте до конца. Это мы говорим, мертвые, стучимся в ваши сердца. Не пугайтесь, однажды мы вас потревожим во сне. Над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас. Мы забыли траву, мы деревья забыли давно. Нам шагать по земле не дано, никогда не дано. Никого не разбудит оркестра печальная медь. Только самое страшное, даже страшнее, чем смерть, знать, что птицы поют на земле без нас, и черешни цветут на земле без нас, и светлеет река, и летят облака над нами без нас. Продолжается жизнь, начинается новый день, продолжается жизнь, приближается время дождей, нарастающий ветер колышет большие хлеба. Это ваша судьба, это общая наша судьба. Так же птицы поют на земле без нас, и черешни цветут на земле без нас, и светлеет река, и летят облака над нами без нас.
хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной, каждой секундой, каждым дыханием. Будьте достойны, люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните, песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните, детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили. Во все времена бессмертной земли помните. К мерцающим звездам ведя корабли о погибших, помните. Встречайте трепетную весну, люди земли. Убейте войну, прокляните войну, люди земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Но тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните.
Вольная. Слушайтесь в мгновение тишины. Так тихо было здесь и 81 год назад, в последние минуты мира. Еще секунда, и время повернется вспять. Товарищи, граждане, братья и сестры, бойцы нашей армии и флота, к вам обращаюсь я, друзья мои. Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. Наша страна вступила в смертельную схватку со злейшим и коварным врагом – германским фашизмом. Враг жесток и неумолим. Дело идет о жизни и смерти советского государства, о том, быть народом Советского Союза свободными или впасть в порабощение. Товарищи, наши силы неисчислимы. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников и интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Все наши силы на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного Красного флота. Все силы народа на разгром врага. Вперед за нашу победу!
последней дни победы. Перед лицом ветеранов, отстоявших свободу и независимость Родины. Стоя в этом священном месте, торжественно клянемся быть достойными примеров вашего мужества и героизма. Мы клянемся, что с честью пронесем завещанную вами нам счастливую жизнь. Мы будем с честью хранить память о героическом подвиге народа, который ценой великих усилий и потерь подарил нам жизнь. Мы клянемся пронести ваш героический память, пронести память для наших детей, для того, чтобы они передали своим детям и правнукам эту незыблемую память. Ваш подвиг бессмертен. Клянемся! Двадцать 22 июня. Скорбная и памятная дата, которая каждый год собирает в Брестской крепости тысячи жителей Бреста и людей со всего мира, приезжающих поклониться священной памяти героев. Первыми возлагают венки на воду реки Буг белорусские пограничники, наследники защитников Брестской крепости. Просим всех занять места для начала возложения венков к вечному огню. Корзину с цветами от Брестской области возлагают председатель Брестского областного исполнительного комитета Шулейко Юрий Витольдович, помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Брестской области, председатель Брестского областного совета депутатов Юрий Иосифович Наркевич, руководство области.
Слово предоставляется председателю Брестского областного исполнительного комитета Шулейко Юрию Витольдовичу. Уважаемые брестчане и гости города, дорогие ветераны, сегодня на священной земле Брестской крепости с болью в душе мы вспоминаем трагическую дату 22 июня 1941 года. В один миг тихий, мирный рассвет превратился в настоящий ад на земле. Немецкая армия вероломно обрушилась на нашу землю. Но неожиданной преградой на нее пути стали мужество и героизм советских людей, их готовность сражаться за свою родину до последнего вздоха. Яркий пример – подвиг защитников цитадели. Это известные нам имена Кижеватова, Наганова, Зубачева, Гаврилова, Котельникова и множество безымянных героев, которые ценой своей жизни сломали план врага на скорую победу. Через 3 недели бои шли уже под Смоленском, а крепость продолжала сражаться. Прошло более 80 лет, но мы храним память о наших героях, всех тех, кто добыл для нас мир, свободу, независимость. Почти каждый день мы открываем все новые кровавые страницы той ужасной войны. Только в ходе расследования уголовного дела о геноциде в Брестской области было обнаружено 26 ранее неизвестных мест уничтожения мирных граждан, а всего было разрушено и стерто с лица земли более 800 населенных пунктов. И сегодня мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы отголоски фашизма и нацизма подняли голову и пустили корни на нашей многострадальной земле. Это наш священный долг перед ветеранами и жертвами Великой Отечественной войны. Поколение победителей и молодежью, находясь у границы, за которой сегодня демонстративно идет наращивание военной силы, мы особенно остро понимаем важность защиты рубежей нашей Родины. Сохраняя память, пропитанную кровью советских людей, мы обеспечим надежный заслон любому, кто посягнет на мир, спокойствие в нашей стране. Вспомним сегодня защитников крепости, бойцов и командиров, сражавшихся на фронте, партизан и подпольщиков. Поклонимся памяти тысячи расстрелянных мирных жителей, взрослых и детей. Они будут жить в памяти всего цивилизованного мира, миллионов людей, приезжающих в Брестскую крепость, молодежи братских стран, которые сегодня объединились в поезде памяти. Я благодарен всем гостям за уважение к нашему общему прошлому. Защита исторической правды делает нас сильнее, а сильная нация и крепкое государство – это гарантия мира, безопасности, залог неповторения трагических уроков прошлого. Желаю всем мира, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Равнение направо. Шагом марш!